إيرن صحالغة تاجخان إجبير شكول ددغيت أنا إشكيش دي أنا إشكيش دي تاجش تامي إتاسي ديدي زدي أنا يتارسه. Еще утром в этом доме царила обычная суета. Дети собирались в школу, отец на работу. Оставшаяся хозяйка дома и малолетний ребенок и представить себе не могли, что спустя несколько часов от их вагончика останется в прямом смысле лишь пепел. Пятиклассница Раяна Балкоева бережно перекладывает сгоревшие книги в надежде найти среди них хоть одну уцелевшую в пожаре. В тот день, придя со школы, она просто не поверила своим глазам. Это все, что у меня осталось. Огонь уничтожил все имущество. Буквально в день пожара семья собиралась переехать. Местная администрация выделила им земельный участок. И уже несколько дней они собирали вещи для переезда. Должны были перевезти и вагончик. От короткого замыкания буквально за считанные минуты жилье сгорело дотла. Убитая горем хозяйка дома теперь не знает, как им быть. Ведь на руках у них 5 малолетних детей. حتى إذا بريك مار بيجي بريك كويس وكران في مصنع شلانك ده حتى يصير حم خدورة من بجارنا دكان درسي خير بجارنا شيء مخل حاجة برد أيوة أي صح من وقت بيصير من تيجي كده يا قص فنر. Соседка Залины и по совместительству родственница Лейла Балкоева горе погорельцев понимает без слов. У нее самой не так давно сгорел вагончик и все, что в нем находилось. В пожаре также пострадал ребенок, но в итоге все обошлось благополучно. На подмогу семье пришли неравнодушные жители и фонд «Солидарность». Я беспокоюсь от того, что это все у меня было в сердце, все ее мысли, все, что она думала, я уже знала, что у нее будет. Это действительно очень тяжело. Такое пережить в какие-то минуты, остаться без жилья, это тяжело. Не оставлять погорельцев одних со своей бедой. Такую задачу ставит перед собой местная администрация. Они уже начали предпринимать кое-какие шаги для помощи семье Балкоевых. Сразу направился по всем инстанциям, по благотворительным фондам письма. А также вот на пятничной молитве с имамом мы обговорили, там он озвучил, что случилась такая-то беда, вот возгорание произошло у Балкоевых, мы должны помочь силу. И вот на этом же пятничном молитве мы должны собрать, не знаю сколько, и вот насчет одежды тоже, вот детям, там 6 детей у него, по возрасту соберем одежду им, школьные принадлежности. Вот к таким последствиям порой могут привести незаконное подключение к электросетям и несоблюдение правил противопожарной безопасности. И, возможно, этот случай станет для многих уроком. Ну а пока семья Балкоевых со своими малолетними детьми будут жить у родственников. Они надеются, что неравнодушные люди не оставят их одних со своей бедой. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24.